Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Зоя Тараева. О главных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. Передача водопроводных сетей в собственность республики и капитальный ремонт медучреждений региона. Темы, которые обсудили на заседании правительства под руководством Бориса Джанаева. Какие решения были приняты? Нельзя было не прийти, потому что имя Коста – это как святыня для осетин. Яркое и запоминающее к празднованию юбилея со дня рождения Коста Хитагурова в Осетинском театре подошли креативно. Присутствующим организовали насыщенную программу с теневым спектаклем, песнями, танцами и не только. Он мелких проблем не решал. Он решал крупные проблемы. От простого учителя до президента Северной Осетии 15 октября исполняется 95 лет со дня рождения Ахсарбека Галазова. О жизни политика и настоящего патриота расскажем в эфире. Водопроводные сети Аллагира, селений Фарн, Талцгун и садоводческого товарищества Майрамадак передадут в собственность республики, а также 129 объектов канализационной сети и водоснабжения пригородного района. Их закрепят за республиканским предприятием водоснабжения и водоотведения. Решение было принято на заседании правительства, которое провел Борис Джанаев. В следующем году более 100 миллионов рублей выделят на капремонт медицинских учреждений в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и 15 миллионов 789 тысяч рублей на реконструкцию Республиканского центра пульмонологической помощи в 2026 году. При правительстве создадут Совет по развитию научно-технической и инновационной деятельности. Среди его основных задач – обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти с общественными организациями и объединениями по реализации продукции в сфере инноваций. Одно из ключевых направлений на ближайшие годы – технологическая независимость страны. Такую задачу поставил президент России. Мы рассчитываем, что создание Совета по развитию научно-технологической деятельности при правительстве региона повысит уровень этой сферы. Здесь важную роль должны играть квалифицированные специалисты, способные создавать и реализовывать новые идеи. Продолжаем оказывать меры социальной поддержки ветеранам и инвалидам. С 2022 года свои жилищные условия смогли улучшить 50 человек. На эти цели выделено порядка 55 миллионов рублей. Также утвердили список граждан, получателей субсидий в рамках программы «Жилье для российской семьи», которая реализуется по инициативе главы республики Сергея Ивановича Миняйла. С 2021 года новые квартиры получили 116 семей. Сегодня 165 лет со дня рождения Коста Хитагурова. Память основоположника осетинского языка и литературы десятки людей почтили во дворе Осетинской церкви. Именно здесь могила писателя, художника, общественного деятеля, без преувеличения главного человека в культуре нашего народа. Возложить живые цветы к месту его захоронения пришли десятки людей, в том числе председатель правительства республики Борис Джанаев. Специально к важной дате в Северную Осетию из Крыма приехала делегация. Это ученики Ялтинской школы. Дети даже рассказали стихотворения великого поэта на русском и осетинском языках. У нашей школы есть друг, настоящий осетин, и мы с ним вместе встретились, сели и обсудили. Мне хотелось рассказать что-то про молодость, про отношения с старшего поколения и младшего поколения. Именно поэтому я решил рассказать стихотворение «Тежмагей Мамакаш», где сын разговаривает с отцом о молодости. Мы посетили в первую очередь музей Коста Хитагурова. Мы были в парке имени Коста Хитагурова. Мы были и в Национальном музее. Мы были во многих местах, которые связаны с жизнью и творчеством Коста Хитагурова. И наши дети познакомились не только с его биографией, но прониклись душой и полюбили этого осетинского сына великого народа Осетии.
А в Осетинском театре для жителей города устроили настоящее представление. На карете приехал сам Костай Хитагуров. Роль великого драматурга воплотил осетинский прозаик Асланбек Касаев. Дети с возгласами встретили поэта. Уже в холле все желающие подходили и фотографировались с ним. На мероприятии собрались больше сотни человек. Среди них и представители соседних республик. На втором этаже театра выставили картины, посвященные творчеству поэта. Все действо сопровождалось игрой на скрипке и фортепиано. Для гостей организовали насыщенную программу: теневой спектакль, песни, танцы, инсценировки и стихи. Нельзя было не прийти, потому что имя Коста – это как святыня для осетин. Понимаете? И вот такое мероприятие, я лично жду многого от него. То есть позитивных впечатлений. У каждого из нас Коста отложился в памяти. Причем, ну как можно забыть его слова? Сколько бы раз ты их не повторил, пробирает дрожь. Все те люди, которые сюда пришли, глядя на них, это говорит о том, что осетинская литература жила, живет и будет жить. Коста жил, живет и будет жить. Значит, это капля в море. Люди капля в море, которые почитают Коста. Сегодня же наградили участников конкурса «Письмо Коста». Более 100 человек приняли в нем участие. Выбрали 90 лауреатов. Все письма выйдут отдельной книгой. Презентация ее состоится в Москве. Организатором выступили Российский фонд культуры, Высший совет осетин и литературный журнал «Махдук». Какая же прекрасная возможность получить из рук самого Коста вот эти награды, подарки, и, которые их письма оценивала комиссия наша. Это были работники журнала «Махдук», редакторы. И знаете, с чем мы столкнулись? Как они раскрывали вот это тепло, которое хотели не донести до Коста, как они раскрыли свои чувства. И то, что хотели донести, это проблемы, это их радости. И это вот, не знаю, какие-то глубоко философские материалы у нас получились. Значимый юбилей. В 11-й школе стартовала неделя мероприятий, посвященных 165-летию со дня рождения Косты Хитагурова. Ученики совместно с преподавателями подготовили концертную программу. В первый день зрителям показали постановку по незаконченной исторической поэме «Хетак». Также пройдет конкурс чтецов среди школьников разных возрастов. Произведения великого поэта прозвучат на осетинском, русском, английском и немецком языках. А еще ребята представили выставку рисунков. На них изображена вся красота и мощь родного края, которую в своих стихотворениях воспевал основоположник осетинской литературы. В рамках тематической недели у учащихся ожидает экскурсионная поездка на родину поэта в Нар. Ежедневно в школе будут проходить открытые уроки. Победители конкурсов получат грамоты и сборники произведений Косты Хитагурова. Коста Хитагуров был великим писателем и оставил большую память осетинскому народу. Все чтим память его и любим его произведения. Когда читаю его стихотворения, у меня в сердце рождается любовь к осетинскому языку. Я считаю, что важно проводить каждый год данное мероприятие, чтобы сохранить память о поэте и наследие, которое он оставил нашему народу. А еще любой желающий может увидеть уникальные материалы, которые иллюстрируют жизнь и творчество Косты Хитагурова. Выставку сегодня открыли в художественном музее имени Махарбека Туганова. Это, конечно, работы самого гениального художника. Его живопись невероятно точно передает тяжелую жизнь наших предков. Костай Хитагуров родился в высокогорном селе Нар в 1859 году. Он не понаслышке знал, с какими трудностями приходилось сталкиваться осетинам. Там же познакомиться можно с графикой, декоративно-прикладным искусством, скульптурами и других авторов. Все они без исключения вдохновились произведениями Косты Хитагурова. Экспозиции такого масштаба в честь основоположника осетинского языка и литературы не было ни разу. Она открыта до 25 ноября. Особенность работ Косты Ивановича Хитагурова – это его боль, его любовь, его душа к своему народу. То есть это, если посмотрите инсталляции наши по произведениям, да, его «Мать-сирот»,
Ну, то есть вся эта выставка, она пронизана именно любовью к своему народу. Осетия – великое прошлое, уверенное будущее. В инновационном центре «Точка кипения» СОГУ представили историко-просветительский онлайн-проект. Он поддержан Фондом истории Отечества и приурочен к столетию образования автономии Северной Осетии. Проект рассказывает о национально-государственном строительстве нашей республики. Малоизвестные факты, уникальные документы, биографии видных государственных деятелей. И все это в 20-минутном видеоролике. Над ним полгода работали ведущие преподаватели СОГУ. Проект создан при поддержке регионального отделения Российского исторического общества. Оказали активное содействие в поиске документов руководители Центрального государственного архива Республики Северная Осетия Алания и Центра историко-политической документации Государственного архива новейшей истории Республики Северная Осетия Алания. Мне думается, что было бы, конечно, многим людям интересно увидеть, например, чьи подписи стоят и какие это на вид подписи даже под документами, связанными, например, с образованием Орджоникидзевского Владикавказского комитета обороны. Там сразу 3 подписи стоит. Подпись председателя Президиума Верховного Совета Республики Гаглоева, подпись первого секретаря Северо-Осетинского обкома партии Мазина и председателя Совета народных комиссаров Кулова. Буквально сегодня мы уже будем размещать этот проект на сайте Северо-Осетинского государственного университета, на страничке регионального отделения Российского исторического общества здесь у нас в Республике Северная Осетия Алания. Поэтому каждый может ознакомиться, использовать эти материалы, я думаю, можно и в школах, и в каких-то других учебных заведениях, для того, чтобы просвещаться и знать, не случайно он называется просветительский, знать свою историю. В память о великом. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения первого президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова. За время своего правления он оставил неизгладимый след в истории становления нашей республики. В непростые годы для региона он сумел стабилизировать ситуацию и вывести свою малую родину на новый уровень. Ахсарбек Галазов был не только выдающимся государственным деятелем, но и человеком с большой буквы. Подробнее в нашем следующем материале. Умный и дальновидный, человек с большим сердцем и патриот своей республики. Именно таким вспоминают Ахсарбека Галазова все, кому посчастливилось с ним познакомиться. Начиная свою карьеру учителя в родном Хумаллаге, он даже представить не мог, какое богатое наследие оставит после себя. На его судьбу выпала непростая доля. Еще ребенком он прошел суровую школу жизни. Именно она закалила в нем характер и воспитала силу духа. Ему было 11 лет, когда арестовали его отца, и он старше 4 детей. Он фактически занимался, испытал все сельские работы, какие только можно было испытывать и так далее. Прошел очень трудовую школу жизни. Если бы не эта трудовая школа жизни, именно общение с людьми, именно с характером и так далее, этого Галазова, который мы знаем, он бы не состоялся. Людвиг Чибиров вспоминает Ахсарбека Галазова как старшего товарища, готового всегда протянуть руку помощи. И эта поддержка была существенной. Он не раз консультировал его по вопросам внешней и внутренней политики. Для Ахсарбека Хаджимурзаевича Осетия была едина. Он не делил ее на север и юг, старался одинаково вносить вклад в обе республики. Я помню, когда приезжали, у нас было аховое вложение с экономикой. Я не мог выплачивать заработную плату, это даже номинальную заработную плату людям. И был случай, например, 1995 год, когда он 2 раза выкроил из тех средств, которые поступали из Москвы, траншами их называли, в итоге выкроил, и 2 раза я с его помощью дал зарплату своим людям. Несмотря на сложную ситуацию в пригородном районе в тяжелые 90-е, Ахсарбек Галазов находил в себе силу, мужество и стойкость в поддержке интересов братской республики. В 1996 году был заключен этот меморандум о мерах безопасности и взаимного доверия между сторонами в конфликте. Это в Кремле, в кабинете Бориса Ельцина. И одним из тех, кто подготавливал именно вот это самое подписание документа, активное участие принял и Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов.
Он же был одним из тех, кто в 1992 году пригласил Ельцина и были решены в Пицунду. И там было принято решение о вводе миротворческих сил в Южную Осетию, который положил конец открытому военному конфликту. Ахсарбек Хаджимурзаевич занимал разные высокопоставленные должности. Он был министром просвещения Северо-Остинской АССР, ректором СОГУ, председателем Верховного Совета. А период его президентства выпал на один из самых сложных годов в истории республики. После развала СССР социально-экономическое положение заметно пошатнулось. Ахсарбек Галазов проявил себя достойно. В сложные периоды для народа спорт был отдушиной. Благодаря ему он вышел на новый уровень. С именем Галазова связаны самые большие победы футбольной команды «Спартак» Владикавказ. Когда в 90-м году состав вышел в высшую лигу, стадион нужно было расширять. За 2,5 месяца дополнительные 10 тысяч мест были построены. Работали не покладая рук, вспоминает защитник и капитан команды Инал Джиоев. Он каждый день, я помню, ходил на стадион и зимой. Зима была, и зимой делали, ночью делали. И к весне его подготовили. Он, то есть, болел душой. Он все делал для того, чтобы не только мы, а будущее поколение Осетии всегда были на высоте, чтобы они были достойными, чтобы у них было достойное будущее, чтобы он был сильным политиком и достойным, чистым человеком. Это очень важный момент. Сегодня мало таких людей. А вот для Назима Гиджрати знакомство с тогда еще ректором крупнейшего на Северном Кавказе Северо-Остинского госуниверситета стало судьбоносным. Они встретились осенью 1977 года во время раскопок в районе Чекалы. Ахсарбек Галазов пригласил выпускника Ленинградского вуза заняться археологией Осетии. И вот уже 50 лет Назим Гиджрати остается преданным своему выбору. Ахсарбек Хаджимурзаевич сыграл значительную роль в спасении от разграбления в лихие годы перестройки коллекции сарматского золота. Благодаря ему на базе СОГУ создан музей с богатым собранием экспонатов. К примеру, здесь представлено разнообразие изделий мастеров древнего мира, с которыми у Алан были торгово-экономические связи от Африки до стран Востока. Он мелких проблем не решал. Он решал крупные проблемы. Причем он их ставил, исходя из своего понимания гражданской ответственности, и всегда с блеском решал все поставленные вопросы, в том числе то, о чем, в общем-то, особо не принято говорить, скажем, вопрос сохранения культурного наследия Осетии, Алании. Причем решал их на самых высоких уровнях Советского Союза. За свою продолжительную жизнь Ахсарбек Галазов многого добился. Его ценят, уважают и любят до сих пор. Достойный сын своего народа навсегда останется в памяти людей, а приводить в пример подрастающему поколению его будут еще долгое время. Зоя Тараева, Алан Суанов, Элита Кокоева. Новости Осетии. Сегодня же в Национальной библиотеке открыли фотовыставку и презентовали книгу Ахсарбека Галазова «Письма внуку». На стенах архивные фото. Их предоставила семья. Запечатлены в основном рабочие моменты. Всю жизнь Ахсарбек Галазов посвятил научной и политической деятельности. До поста президента работал учителем русского языка и литературы. 14 лет был министром образования, еще 14 ректором СОГУ. Есть и особенные снимки с родными. На них отец, муж и любящий дед. Несмотря на операцию на глаза и запрет врачей, в 2010 году в больнице Галазов написал 22 письма. Послания всем внукам Осетии от человека, прошедшего долгий жизненный путь. В них о детских впечатлениях, радостях, печалях и ушедшей эпохе. Сегодня в нас в библиотеке собрались родные и друзья. Вспомнили не только о его политическом вкладе, но и о человечности, доброте и любви к родному краю. Человек, который целью своей жизни, он прошел нелегкую жизненную дорогу, но целью своей жизни поставил служение народу. Это бесценный подарок на самом деле не просто своим внукам, а всем тем, которые почитают и увидят, с каким вниманием Ахсарбек Хаджимурзаевич относился к подрастающему поколению. Эта книга будет полезна и интересна не только детям, но и взрослым.
потому что хорошую детскую литературу лучше всего понимают взрослые. Детям детская литература помогает взрослеть, а взрослым детская литература помогает снова становиться детьми. И мне кажется, это было бы очень полезно многим взрослым сегодня. Дни культуры Северной Осетии в Москве подходят к концу. В эти минуты на исторической сцене Большого театра продолжается гала-концерт мастеров искусств республики. На протяжении недели гости и жители столицы знакомились с традициями национальной кухни и видами ремесел нашего народа. Программа мероприятий была насыщенной. На прямой линии со студией находится наш специальный корреспондент Залина Калманова. Залина, расскажи, что интересного было сегодня. Да, Зоя, здравствуй. Сегодня Дни культуры Северной Осетии в Москве официально завершились. Напомню, всю неделю наши танцевальные, музыкальные и театральные коллективы выступали на лучших столичных площадках. Каждый день был расписан буквально по минутам. Программа насыщена и сегодня. Утром делегация из Северной Осетии встретилась с председателем Союза женщин России Екатериной Лаховой. В мероприятии участвовали выдающиеся представительницы прекрасного пола республики, которые добились успеха в области науки, культуры, искусства и медицины. За добросовестный труд и высокий профессионализм Екатерина Лахова вручила грамоты, а особенно отличившихся наградила медалями дочерям отчизны. Было приятно, во-первых, и вручить те награды, которые Союз женщин имеет за ту работу колоссальную, сложную, непростую, которую они ежедневно проводят. И я вам хочу сказать, это маленький, тут, может быть, только что мы оценили какой-то их труд. Я всегда, знаете, мне очень приятно с осетинскими женщинами общаться. Мало того, что они красивые, стройные, мудрые, если только увидишь танец, я думаю, боже мой, как они двигаются, я просто не представляю. Ну а то, что они терпеливые и определенно имеют вес, вы понимаете, вот у себя в республике, как мы сегодня говорим, женщина-осетинка, она амбассадор всего. Ну и, конечно, в отношении здоровья, которое сегодня так, в общем-то, необходимо, здорового образа жизни. А в эти минуты на исторической сцене Большого театра проходит ключевое событие – гала-концерт мастеров искусств Северной Осетии. С праздником жителей поздравил глава республики Сергей Миняйло, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Южной Осетии Алан Глаглоев. Глава Северной Осетии вручил награды. Маэстро Валерий Гергиев удостоен звания Герой труда Осетии, а лучшим солистам республиканских коллективов Сергей Миняйло передал медали во славу Осетии. А сейчас подробнее о том, как прошли праздничные мероприятия в столице, мы поговорим с первым заместителем министра культуры Мариной Рамоновой. Марина Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, удалось ли нашим артистам удивить зрителям и достойно ли они выступили на московской площадке? Добрый вечер всем. Подходит к концу концерт мастеров искусств республики, который завершает наши Дни культуры Республики Северная Осетия Алания в Москве. На протяжении 7 дней ведущие творческие коллективы республики выступали, я могу сказать, на лучших площадках нашей страны. И вот сейчас, когда наш концерт подходит к концу, мне кажется, мы с уверенностью можем сказать, что республика показала себя на самом высоком уровне, и наши юбилейные мероприятия удались на славу. Марина Сергеевна, а вот на ваш взгляд, насколько проведенные мероприятия в столице повысят интерес к нашему региону? Я уверена, что они намного повысят интерес к нашему региону, потому что каждое из мероприятий, которые были представлены, они знакомят с какой-то отдельной частичкой Осетии, с историей, как, например, спектакль о братьях Газдановых или военно-патриотический концерт, прошедший в Музее Победы и подготовленный нашей государственной филармонией. Это наша культура, наше искусство. Мы показали наши театры, мы показали наши творческие коллективы. И сегодня мы показали также все лучшее, что есть у нас, и показали то, что культура Осетии, она вышла далеко за ее пределы. Ведь согласитесь, то, что мы сегодня выступаем на сцене Большого театра, директором которого является наш гениальный земляк Валерий Бесалович, подтверждает только мои слова. Марина Сергеевна, можно сказать, что Владикавказ уже культурная столица Северного Кавказа? А кто-то в этом сомневался? Владикавказ давным-давно является культурной столицей Северного Кавказа.
Первый на Северном Кавказе театр появился именно во Владикавказе, первая библиотека, первый музей. Один из первых кинотеатров в стране появились именно во Владикавказе. Поэтому, мне кажется, сам факт того, что мы являемся культурной столицей Кавказа, он неоспорим. Рекорды по масштабам этих мероприятий, наверное, уже ничего не побьет, но что планируется еще? Какие мероприятия у нас в республике планируются? Но по возвращению нас, конечно же, ждет празднование, отдельное празднование юбилея Костахи Тагурова. Сегодня оно прошло в таком более сжатом формате, но в ближайшие дни мы обязательно его отметим. Кроме того, в ближайшие дни нас ждет форум креативных индустрий, что тоже интересно. Это я говорю только о мероприятиях в ближайшей неделе. А, конечно же, до конца года нас ждут премьеры спектаклей, среди которых премьера спектакля «Послы гор» Северо-Осетинского театра. Этот спектакль включен в план мероприятий праздничных и станет, конечно же, тоже значимым событием в рамках празднования. Марина Сергеевна, спасибо вам большое. Я напомню, Дни Северной Осетии в Москве, Дни культуры Северной Осетии завершились, но наши артисты только начали удивлять. Планируются у музыкальных и танцевальных коллективов гастроли по городам России. На этом у меня все. Зоя, спасибо. Спасибо, Залина. На прямой связи из Москвы была моя коллега Залина Калманова. Размеренная жизнь без городской суеты и постоянного шума. Осознанный выбор героини нашего следующего сюжета. Цираса Джемиева вышла замуж в селе Неофарн больше 17 лет назад. Забота о семье, 4 детях, работа в огороде и в скорой помощи – это лишь малая часть. Труд сельских женщин – это каждодневные обязанности, которые они выполняют ответственно и с любовью. Сегодня они празднуют свой праздник. Слово Тамиле Кцоевой. Ура! Так дружно семья Джемиевых собирается к столу. Вкусно пообедать только что испеченными пирогами, а потом помочь маме. Работы в собственном доме всегда бывает много. Цираса Джемиева распределяет обязанности среди детей так, чтобы каждый мог внести свой маленький вклад в общее дело. Пожалуйста, достань эти корзинки и выложи их в тарелку. Традиционные корзинта, а по-русски чуреки, юная Гунда выкладывает на тарелку. Братья любят их есть, пока они еще горячие, а по дому разносится такой аппетитный аромат. Помощь от дочери всегда очень выручает, рассказывает Цираса. А вот сыновья Тимур и Тамерлан трудятся в огороде. Участок довольно большой. Растут помидоры, огурцы, тыква, перец и много других овощей и фруктов. Сюда, в Фарн, Цираса вышла замуж, когда ей было 23 года. Конечно, поначалу было тяжело, но с поддержкой семьи она справлялась со всем. Замужем уже сколько лет? С 2007 года уже. Лет 17. Уже замужем, как уже живу здесь. А познакомились с мужем во сколько? 23 года. Прям да. 23 года да. познакомились? 23 года? Да. Недолго, думаю, оказывается. 17 лет жизни в селе. Ни разу не пожалела, что попала именно в эту семью. А жизнь в Фарне сделала только счастливее, делится Цираса. После окончания медколледжа она пошла работать в скорую. Говорит, еще со школы знала, что будет врачом. И теперь работу по дому совмещает со сменами в больнице. Нелегко, но близкие всегда поддерживают. А за маленькой дочкой Аланой присматривают старшие. 11, 12, 15... 8, 9, 10, 11. Вот так весело дети проводят время. А Цираса точно знает, жизнь в селе отличается от городской теплом и уютом. Здесь все друг друга знают и каждый готов помочь. И даже когда родились тройняшки Тимур, Тамерлан и Агунда, сидеть с ними было нелегко. Тогда на помощь и приходили соседи. Пока им не было по 3 года, я на работу не вышла. Но мне помогали. Мне и мои родители помогали, и здесь мне помогали, и заловки, и свекровь. Даже соседи нам помогали, приходили, качали их в люльках. Они были в остинских люльках, и нам помогали, вот, выручали очень. Такая взаимопомощь не может оставлять равнодушным. В селе все живут одной большой семьей. Как будто все и вправду родственники, шутит Цираса. И сегодняшним праздником женщин в селе поздравляют все. И даже устроили мероприятие в местном клубе, чтобы отметить труд сильных и ответственных сельчанок. Тамила Кцоева, Алан Суанов, Георгий Такоев. Новости Осетии. Это были все новости на сегодня. До новых встреч.